Я приветствую мое почтение представителям знака Лев. Здесь я предлагаю вам посмотреть таро-прогноз на месяц май и затронуть каждую сферу нашей жизни. Позиции расклада я буду говорить по мере просмотра, по мере анализа ситуации. И первое будет атмосфера первой недели месяца мая для представителей знака Лев. Вы знаете, основным лейтмотивом, скажем так, начала этого месяца и первой недели будет то, что очень многие не будут знать вообще, в чем дело. Что происходит, как говорила Верка Сердючка? Потому что здесь мы видим Верховную Жрицу. И она очень много говорит, что все неясно до конца, есть тайны какие-то. Что там будет впереди, мы не знаем. И очень многие из вас окажутся в состоянии, когда руки связаны. Многие, потому что это дело их рук. По какой причине... Я подвину камеру, пожалуй, чтобы вам было лучше видно. Эти карты не очень хорошо видны. Такой будет атмосфера первой недели мая. Я буду убирать карты и выкладывать перед вами по 2 и дальше. Атмосфера второй недели мая. А на второй неделе мая, знаете, будет все зависеть от очень скорости. Обстоятельства будут меняться очень быстро. Очень быстро. И многие из вас получат какие-то перемены. Для многих из вас это будет переезд, смена места жительства, смена работы, смена сферы деятельности, смена каких-то своих привычек. В общем, происходить все будет достаточно быстро, то есть прям резко. И решение, соответственно, принимать нужно будет очень-очень быстро. Тянуть с этим карты не рекомендуют. Это вторая неделя. Смотрим дальше. На третьей неделе вы, как лев, будете себя чувствовать настоящим львом. У вас будет достаточно силы для того, чтобы покорять обстоятельства своим потребностям, своим желаниям, делать так, как вы хотите. Но при этом, при всем, вам предстоит отстаивать какие-то свои позиции, четкие. И карты рекомендуют это делать. Не прятаться, не откладывать решение каких-то дел в долгий ящик, а подстраиваться по те самые быстрые перемены, которые были на второй неделе, и применять это уже потом в жизнь. Сил у вас для этого будет достаточно. И не поддавайтесь ни на чьи уговоры. У вас есть своя четкая позиция, которую вам стоит придерживаться. Теперь 4-я неделя. Общая атмосфера. Тут четко все. 4-я неделя будет очень важна для вас, потому что выпадает 2 старших аркана, и эти 2 старших аркана оба отвечают за порядок. Император — это значит будет правила, ваши правила. То есть все в итоге будет идти по вашим правилам. Так как вы будете строить свою жизнь, так как вы решите, так оно и будет. И это неоспоримо, потому что следующий старший аркан, который мы видим, это жрец. Это порядок, это закон, справедливость, честность. И очень много будет связано с семьей, но это мы посмотрим дальше, так ли это. Но имейте в виду, 4-я неделя месяца мая для вас очень важна. Она будет определяющей. Смотрим дальше. Ваше эмоциональное состояние в общем на месяц май.
Некоторым из представителей вашего знака будет немного тяжеловато. Но тут будет, знаете, как и то, и другое. Почему? Я думаю, что у всех. Потому что напряжение, как мы видим по неделям, было достаточно серьезное. Сначала все как-то не так, потом как оно побежало, как оно помчалось, и нужно в данном случае было отстаивать. Поэтому сил будет потрачено очень много. Эмоциональное состояние будет немного такое, знаете, ваше физическое вполне нормальное, судя по миру, да, а вот состояние ментальное, состояние ума и вашей мозговой деятельности будет немножечко потрепанное. Что называется, мозг ваш будет работать на пределе возможного. И это ваше общее состояние. Теперь уже мы переходим к сферам нашей повседневной жизни. И первое из них – это атмосфера в вашей семье. Семье в полном смысле этого слова. Не только как вас и вашего партнера, а именно вот семьи. Все, что туда входит. Мамы, папы, дяди, тети. Общая атмосфера во всей семье. Атмосфера будет вполне себе положительная. То есть будут праздники, какие-то совместные посиделки, совместные решения. Иногда с прохладцей кто-то, иногда может кто-то отстраняться, заниматься какими-то своими такими, знаете, делами и насущными проблемами именно в кругу семьи. То есть отделяться, не то, что вот вся семья сплотилась и сплотилась. Все будет. И праздники, и будет какие-то свои такие занятия. Ничего опасного и плохого я не вижу. Все обыденно, скажем так, повседневно. Теперь мы посмотрим как раз для вас и вашего партнера. То есть для вашей маленькой узкой семьи. Только для вас и вашего партнера. И вот здесь все превосходно. Многие будут очень гордиться и довольны своими отношениями. Будут чувствовать себя удовлетворенно и хорошо. А многим придется сохранять это все. Хотя и тем, кто будет себя чувствовать удовлетворенно и счастливо в отношениях, тоже очень будут бояться потерять эти отношения. Будут стараться сохранить все, что имеют. Ну а если у кого-то, к сожалению, не очень хорошие отношения, то они как раз будут заняты тем, чтобы все, чтобы не разрушить все до конца, сохранить и попытаться восстановить былые отношения, былой мир. Но в принципе карты очень хорошие, потому что не у всех, далеко не у всех будет вот эта вот напряженка и попытка что-то сохранить. Но это очень хорошо, вам будет чем заняться. Так, это вот личные отношения. Теперь мы, знаете, будем смотреть для людей, которые еще пока не обрели свою вторую половину. И мы посмотрим их шансы на обретение нового знакомства, новой любви в мае месяце 2020 года. Если львы не побоятся новых отношений, их не отвлечет ни какие-то дела, ни профессиональная деятельность, ни денежная сфера, ничего подобного, то, в принципе, как раз вот может быть найден тот самый огонек, та самая искорка для начала каких-то отношений и для новых, в принципе, знакомств в мае месяце. Но вам могут мешать какие-то страхи. И вот на это вот обратите внимание. Если они у вас есть, попытайтесь от них избавиться, потому что они вам будут мешать. Поэтому отбросьте, пожалуйста, свой страх и верьте только в хорошее. И вы можете обрести с большой долей вероятности свою любовь и свои новые отношения. Теперь мы посмотрим, что же у нас будет с финансами у вас. На май месяц.
Превосходно. С финансами все станет гораздо яснее, чем сейчас. Все прояснится, все станет ясным. У многих из вас будет очень хорошее финансовое положение, несмотря на то, что сейчас то, что я говорю, может показаться странным. Потому что у многих из вас очень может быть хорошая идея, которая придет вам в голову. Ну, в общем и целом, я не вижу ничего плохого в плане финансов. Но по-разному, будет по-разному. Будет и время, когда будет очень хорошо, будет и время, когда придется задуматься о том, где их взять. Вот такое вот противоречивое финансовое состояние будет у львов в этом месяце. Но я думаю, что очень хорошо. Главное Солнце, а Солнце это старший аркан, так что положительных моментов, касающихся финансов, будет больше. Львы найдут всегда, где себе взять на кусок хлеба, где заработать, и идеи у них будут рождаться. Так что переживать особо, я думаю, нечего. И переходим к завершающей позиции в нашем раскладе, которая скажет нам основное, самое главное, что будет определять месяц май для представителей знака Лев. То есть атмосфера всего месяца. На что больше всего будет обращено ваше внимание. Вы знаете, больше всего ваше внимание все-таки будет обращено в сферу любви, в сферу отношений, достаточно близких отношений, может быть и семейные какие-то в этом отношении. То есть мы сейчас не будем смотреть, я говорю сейчас уже о другой, то есть не о семье в генеральном этом понимании, а именно об отношениях близких сердцу. Мы видим, что будет происходить какая-то борьба. С чем она будет связана? Может быть, просто какие-то, знаете, мелкие стычки, ссоры, какие-то такие выяснения отношений могут происходить в семье, ну неудивительно. Но опять же, учитывая, что мы видели отношения между партнером и партнершей, там только-только зарождается у многих совместное проживание, поэтому просто элементарная притирка может присутствовать в этом вопросе. Ну и совсем в таком, знаете, многозначительном смысле слова месяц будет связан. Две темы, два лейтмотива месяца. Это отношения и борьба. Вот так. Благодарю вас, львы, за то, что вы просмотрели этот расклад. Если у вас будет минутка, вы можете оставлять свои отзывы. Спасибо за просмотры, комментарии, отзывы, подписки. Приходите на мой канал. Я всегда вам рада. Спасибо. Всего хорошего.